Итак, с вами радио Крым Реалии. В студии работает Стас Юрченко. Напомню, что на полуострове нас можно и нужно слушать на 105,9 FM. Онлайн-трансляция на сайте Крым Реалии. Смотрите трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Звоните к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Крымско-татарский канал Краймиан Татарс запустил онлайн-вещание в YouTube. Речь идет об интернет-портале о крымских татарах, который был создан в 2015 году на полуострове. Над проектом работают бывшие сотрудники крымско-татарского телеканала АТР. Главная цель проекта – это сохранение и развитие крымско-татарского языка, культуры и религии. Что можно найти на YouTube-канале Краймиан Татарс? Как создаются детские телепроекты и ситкомы на крымско-татарском языке? Какие передачи сегодня больше всего ищут крымчане? На все эти вопросы мы постараемся вам ответить в сегодняшнем утреннем эфире. А давайте пока мы послушаем небольшой фрагмент эфира с YouTube-канала Краймиан Татарс. Когда смотришь на графику Заремы Тросиновой, почему-то дрожит душа. Откуда это ощущение? Четкие, часто прерывистые, как вздохи волнения, линии карандаша, черно-белая палитра, лаконичные образы. Но что-то в этом есть такое, что как будто слышишь, как с неслышным звоном бьются друг от друга жемчужины. Видишь, как крыло ласточки вычерчивает тонкие узоры в высоком крымском небе. Очень, очень красивый фрагмент на самом деле, ведь Крым — это не только политическая ситуация, это не только социальные проблемы, это еще и то, что это еще и прекрасная природа, это культура, которая есть в Крыму. Я вот на секунду отвлекусь и попрошу наших комментаторов под эфиром в Ютубе не оскорблять друг друга. Спасибо, что обсуждаете тему эфира. Спасибо, что беспокоитесь о том, где же наша постоянная ведущая Катерина Некреча. Не беспокойтесь, вы ее сможете увидеть сегодня в дневном эфире. Вот она не будет так долго отсутствовать без вас, наши дорогие радиослушатели и комментаторы. Но мы продолжаем говорить про крымско-татарский канал Краймиан Татарс, который, если посмотреть на его ассортимент, то это исторические программы, ведь история Крыма, она очень длинная. Есть большая история крымского ханства, есть большая история крымско-татарской культуры и письменности, которую этот канал освещает. Отдельная тема для канала — это детские передачи, потому что на крымско-татарском языке довольно сложно найти такой контент. К примеру, до 2014 года телеканал АТР занимался тем, что переозвучивал фильмы и мультики, новые, старые, на крымско-татарский язык, создавая уникальный на то время контент. Вот. Это не было созданием, конечно же, своего контента, но переводы на крымско-татарский язык в тот момент никто не делал, таких, например, мультиков, как «Ежик в тумане». И на самом деле это очень не только интересно слушать для крымчан, это очень важно для крымских татар, которые имеют большие проблемы со своей культурой и письменностью из-за того, что народ был депортирован из Крыма в Среднюю Азию после Второй мировой войны. Как выучить крымско-татарский язык? Таким вопросом задаются на самом деле многие. Я сделаю небольшую рекламу на Крым Реалии. Вы можете на сайте и YouTube-канале найти большое количество видеоуроков Элифбе, которое готовила наша ведущая Халисе Зинедин. Это большая серия уроков про крымско-татарские слова, про грамматику, про то, как строить предложения. Вы можете зайти на наш сайт или YouTube-канал, набрать в поисковой строке Элифбе и посмотреть эти уроки. Но свежий контент вы также можете найти на Краймиан Татарс. Например, с такими роликами просто проще, чем без них. Фрагмент из обучающего видео на странице в YouTube Краймиан Татарс. Давайте мы сейчас послушаем. Украшение. Ильван зейнет. Золотой браслет. Алтын билезлик. Носить красивые бусы. Дюльбер боюнжак такмак. Кольцо с драгоценным камнем. Кыйметле ташы олган юзек.
ожерелье своими руками. Эльнен япылган герданлык. Красиво же, а? Дорогие наши комментаторы, расскажите в комментариях в Ютубе и Фейсбуке, что же знаете вы из крымско-татарских слов, какие, возможно, вы знаете фразы. То есть очень многие люди знают там «Селям алейкум», это «Здравствуйте». Как нужно отвечать правильно? Если вы не знаете, то это «Алейкум селям», «Саг-ол» — это «Спасибо». Наверное, на этом мой запас крымстарских слов заканчивается. Я не могу похвастаться, к сожалению, большим вокабуляром, но благодаря таким проектам, как Краймен Татарс, мы можем изучать что-то новое. Ведь учиться всегда полезно. Не только крымским татарам важно знать об их культуре, потому что для жителей Украины культура крымских татар является неотъемлемой и важной частью всего культурного наследия Украины. К сожалению, в Крыму за последние годы крымские татары, крымстарские активисты, правозащитники отмечают сворачивание культуры, несмотря на те заявления, которую делают подконтрольные России власти полуострова о развитии, о том, что в Крыму сейчас есть 3 государственных языка. Это русский, украинский и крымско-татарский. На самом деле обучение на нем в Крыму особо не ведется, и сохранять культуру люди вынуждены сами, своими силами. Конечно же, еще мы не можем не отметить те опасения, которые вызывает у крымских татар реконструкция Ханского дворца, ведь было очень много проблем с тем, как это происходит. Историки заявляли о том, что это происходит с нарушениями, ведь та же плитка, которую сняли с крыши и хранили в неправильном формате, она уничтожена, и это то, что уже невозможно будет восстановить. И есть очень большой риск тому, что этот ценный памятник культуры не сможет стать частью культурного наследия ЮНЕСКО. Ну а у нас сейчас будет включение, это Эльзара Ислямова, директор Караданис Продакшн, которая как раз-таки и занимается тем, что помогает выпускать весь этот контент телеканала Краймен Татарс. Эльзара, сагыл. Доброе утро вам. Расскажите, пожалуйста, вот как пришла вам такая идея о создании крымско-татарского отдельного YouTube-канала? Это было потому, что вам этого не хватало, потому что вы хотели это привнести, или все же потому, что вы ощущали необходимость от того, что такого в принципе не было? Ну, наша деятельность, прежде всего, построена на том, какая потребность сейчас есть у крымских татар. Ну, понятно, что в культурологическом контенте. И после того, как мы вот создали интернет-портал Краймен Татарс, мы будем, как бы в апреле тоже будет 4 года, мы, естественно, очень получаем хороший такой фидбэк от своих зрителей. У нас на 1 ноября уже почти 125 тысяч подписчиков, и люди очень активно пишут нам о том, что хотелось бы, чтобы ваш контент мы смотрели в виде такого, знаете, как бы постоянного барабана, который бы крутился, мы там открыли и видели просто один за другим определенно свертанную там линейку вот ваших сюжетов, материалов, чтобы мы, ну, я понимаю, что людям необходим такой, знаете, прототип телеканала, которого сейчас не хватает, потому что у нас есть крымско-татарские телеканалы, безусловно, но контент в основном, конечно, такой информационно-политический, а вот культурного контента его не хватает, поэтому-то и я так полагаю, мы, естественно, понимаем, что и Краймен Татарс пользовался таким как бы спросом, такой популярностью, тем, что вот этого контента не хватало. Мы просто перешли в новую форму. Мы занимаемся тем же самым. Все направления — это и история, это и детское творчество, это и, понятно, сама по себе, как бы, это все культурное направление, это просвещение. И мы просто сделали другой формат. И все. Насколько я понимаю, что просто за 4 года вы уже смогли аккумулировать настолько много контента, что это вам позволило без проблем заполнить просто сетку 24-часового вещания. И, честно говоря, это поразительно. Скажите, вот какие все же основные направления? То есть, насколько я понимаю, что изначально это было больше материалов на историческую и культурную тематику, но теперь, насколько я знаю, развивается все же и развлекательная часть. Я вот слышал о том, что в скором времени Краймен Татарс выйдет первый в истории крымских татар ситком. Сериал получил название «Шаматылы Кортана». Простите, у меня, наверное, было неправильное произношение. Как это звучит верно? Шумная семейка, да. Шаматылы Кортана, все верно.
Как вы пришли к Всег- этому? Расскажите, пожалуйста. Всегда у нас был развлекательный контент, потому что песни, танцы, это у любого народа занимает, конечно, одну из главных позиций, поэтому мы в этом направлении всегда тоже активно здесь поддерживали это направление, и сами были инициатором и являемся инициатором многих проектов, там тот же Джан Лысес, тот же Хрымдай Ша молодежный, да, это такой комедийный формат. Поэтому у нас, в общем-то, все это присутствует. И исторические, естественно, направления, и обучающие крымско-татарскому языку, и это, и, конечно, в плане того, что это люди значимые, выдающиеся, которые были и в истории, и в современности. Это все у нас есть. За 3,5 года у нас собралось более 10 тысяч вот такого материала, контента, сюжетов. Они от 3 там, до 15-20 минут. Конечно, плюс концерты. Все, что проходит в Крыму, эти концерты мы, наверное, практически все, скажем так, большинство мы их снимаем. Вот, поэтому этот контент у нас есть, и, в общем-то, его действительно хватает. Может быть, еще 2-3 года назад это было бы невозможно создать такой, как бы, а-ля канал, потому что, действительно, как вы правы, не хватило бы этого контента. Сейчас это все позволяет. Плюс направление. Мы в позапрошлом году сняли первый художественный детский фильм «ХДРДД». Кстати, его выкупил Крым.ua, и я думаю, что уже зрители Украины спокойно смогут посмотреть его на просторах уже общественного телеканала. В этом году мы действительно стали снимать комедийный сериал, и планируем его запустить уже в эфир с февраля 2020 года. Вот, поэтому мы руководствуемся чем? Вот есть направление, которое еще не освоено, есть в этом определенная потребность, мы туда и идем. В общем-то, это такой определенный залог успеха. Я вот как любитель сериала не могу не поинтересоваться. Вот 10 серий, они будут выходить по формату 1 серия в неделю, или, как сейчас стало популярным, выкладываются сразу все 10 серий? И будут ли это просто записи, или это будут прямые эфиры, то есть запланированные стримы? То есть как вы планируете выпускать все это? Наверное, сразу выкладывать, наверное, нет. Мы будем постепенно это делать. Я думаю, что там 1 серия или 2 серии в неделю. Вот, потому что, к сожалению, пока... Хотя мы подумаем, знаете, вы сделали неплохое такое предложение, мы подумаем, может быть, все и сразу. Но нам бы хотелось все-таки привлечь еще больше людей, хотя бы оповестить, что есть такой канал. Потому что люди многие еще не знают, и, конечно, у нас с определенным вот оповещением, те, кто у нас, конечно, сидят на наших соцсетях, они-то об этом знают, но не все крымские татары далеко в соцсетях, поэтому вот тем, что мы будем показывать этот сериал, конечно, позволит еще больше привлечь людей к нашему каналу. Я думаю, что еще до выхода этого сериала мы будем про него говорить в эфире радио Крым Реалии, чтобы наша аудитория тоже смогла об этом знать. Но у меня вот есть еще один вопрос. Благо я нахожусь в эфире и могу поинтересоваться чем-то для себя. Будут ли там субтитры для тех, кто не понимает крымско-татарский язык? Ведь на самом деле для меня очень важно и интересно то, что выходит и делается крымчанами. То есть точно так же я смотрю фильмы Ахтема Сейтаблаева, фильм «Домой» я смотрел. Это очень важно. Это то, что сейчас делают крымчане в культуре. И вот первый крымский сериал, это тоже звучит очень интересно, но, к сожалению, крымско-татарский я до февраля не выучу, если даже буду очень стараться. Запланированы ли субтитры на русском, украинском языке, или изначально это будет только на крымско-татарском? Будут субтитры. Во-первых, это требует того законодательства. Мы обязательно, как и на сказку, мы сделали субтитры на русском языке, на украинском языке, на английском языке, даже на турецком языке. Поэтому они будут. Конечно, нам интересно, чтобы, в первую очередь, почему на крымско-татарском? Потому что мы, естественно, стимулируем, пропагандируем, как угодно, мотивируем изучение родного языка крымскими татарами. И вот контент, который выдается на национальном языке, он очень хорошо помогает в освоении языка. Но, тем не менее, мы делаем свой контент таким, чтобы тем, кому был интересен Крым, крымские татары, конечно, могли познакомиться с нашей культурой. Поэтому, безусловно, мы обязательно эти субтитры наложим.
Еще вот я вчера залез на ваш канал, смотрел, мне очень понравилось, у вас было видео бэкстейджа съемки клипов. Клипы это очень красиво, весело и задорно. И мне вот стало интересно, я один раз в жизни был на крымстарской свадьбе. Это, как по мне, уникальный опыт, ведь то, как это происходит все эти 2 дня, шумное празднование, это очень красиво. Не планируется ли, возможно, вот бэкстейдж со съемок чего-то такого? Ведь крымско-татарские операторы снимают свадьбы и делают это на высшем уровне. Это всегда что-то более похожее скорее на клипы, которые делают в Украине, чем на просто обычные свадебные видео. Может быть, у вас будут просто видеосвадьбы, потому что это отдельный пласт культуры, это то, что происходит очень часто и вызывает очень большой интерес со стороны крымских татар. Мгм. Ну, вы абсолютно правы. Да, это направление, я думаю, само претерпевает свои успехи. Вот там каждый год оно абсолютно, ну, как по мнению многих, там совершенствуется, там, по моему мнению, там где-то уже есть моменты перебора определенного, вот, поэтому оно развивается само собой. Там нашего как бы участия даже, ну, и не нужно. Это целая индустрия, в которой конкурентоспособная, высокооплачиваемая, вот, поэтому она идет своим чередом, и материала со свадеб просто масса. Вот, те же бэкстейджи, те же уже готовые клипы, как это все происходит. То есть это все есть. Мы стараемся в эту сферу, мы наоборот, даже если честно, в своих скетчах таких юмористических несколько с иронией, да, там, может, с сарказмом к определенным деталям относимся, ну, которые, честно говоря, уже, ну, начинают, ну немножечко, ну, вот, как я Перебор. уже сказала, слово перебор, да, определенный. Это какое-то заимствование с чужих культур, и это уже где-то какой-то кич, это уже какой-то где-то, знаете, где-то какая-то бескусица. Ну, вот мы даже наоборот где-то моментом это высмеиваем в своих скетчах. У нас их тоже достаточное количество выпускается. Поэтому нам, я думаю, что в ту индустрию входить не надо. Она прекрасно себя чувствует. Вот уж та сфера не нуждается ни в какой поддержке. А вот другие сферы, да, творчество, это детское, молодежное, комедийное направление, да, это киноиндустрия. Конечно, ее нужно развивать, безусловно. У меня вот еще такой вопрос по вашей аудитории. Я понимаю, что основная ваша аудитория, которая планируется и должна быть, это крымские татары в Крыму, но есть все же большое количество крымских татар на материковой Украине, в Турции. Мгм. Откуда к вам заходят на канал люди и смотрят? То есть это только те места, которые я назвал, или, возможно, есть еще другие места, где много крымских татар, и вы это поняли благодаря аналитике? Ну, вы знаете, диаспоры, я имею в виду, я не называю, конечно, крымских татар, живущих на материковой Украине, диаспоры, разумеется, да, но крымские татары, которые живут вне Крыма, они в первую очередь к нам подписываются, потому что у них-то наиболее такое, знаете, острое голодание в нашей культуре, поэтому мы, конечно же, видим по своим отчетам, анализируем постоянно показатели, свою статистику, что, конечно, там не только со стороны крымских татар, но и просто украинцев, там, людей любых национальностей, у которых, может быть, которые жили в Крыму, или их что-то связывает с Крымом, им это интересно, вот, и они подписываются. То есть у нас не только Крым, конечно, подавляющее большинство крымских татар. Это понятно, что крымские татары, допустим, Румынии, Болгарии, Турции, но так как у них с языком есть определенный, с русским языком, то контент у нас на русском языке, у нас мы открыли еще 3 года назад такой же аналогичный портал на крымско-татарском языке, который сдают на латинице. Поэтому они в основном там подписчики вот этого направления. У нас есть, конечно, те диаспоры, которые живут в Америке, в Канаде. Но если они знают русский язык, конечно, они подписываются на этот портал. У нас есть еще и на английском языке. Он, конечно, не такой, может быть, продукционный, не так много сюжетов выходит, как на русском языке, но, тем не менее, то зрители читают. В последнее и видят, потому что видеоконтент. В последнее время мы анализируем сейчас, что активно подключаются к нам подписчики, это кумыки, это нам такие, знаете, родственные народы, которые практически имеют аналогичный с нами язык, очень похожий, культуру. Ну, это, если там по истории, так, ну, мы, конечно, очень сильно связаны еще с эпохи Крымского ханства. Это карачаевцы, это, вы знаете, там даже Казахстан активно мы смотрим, там несколько сотен подписчиков с Казахстана, причем они активно это все цитируют. Вот. Потом у нас с Узбекистана, конечно, это наша вот такая очень мощная диаспора.
диаспора тоже очень активно. Азербайджан, кстати, вот тоже в последнее время тоже активно подключается. Поэтому, в общем-то, вот такое идет. По географии у нас так расползается, что тоже приятно. Такой у меня есть еще вопрос. Если мы уже обсудили, вот что было, что есть, какие у вас есть далеко идущие, возможно, планы, вот к чему бы, на самом деле, вы бы хотели прийти, то есть чем этот канал должен являться в идеальном формате развития, то есть чем бы вы хотели его в большей степени наполнять и к чему прийти, если все будет идти хорошо и даже лучше? Вы знаете, сейчас вот такое время, когда уже как-то далеко идущие планы, это практически опыт показал, что можно их, конечно, строить и идти, но даже лучше, как говорится, не говорить о них, чтобы что-то не спугнуть, потому что очень много есть сторон, которые не заинтересованы в том, чтобы что-то развивалось у крымских татар. Поэтому у нас есть, естественно, стратегия, несмотря ни на что, она и краткосрочная есть, и долгосрочная. Ну, если уж так говорить, в принципе, это и не скроешь. Конечно, мы бы хотели, чтобы этот канал был таким семейным, теплым, где вот полностью канал, который обогащен нашей культурой. Канал, где дети бы могли подпитываться, учиться, в себя впитывать все крымско-татарское, быть настоящим патриотом своей родины, жить в Крыму, расти, развиваться, вместе с семьей его смотреть. То есть это вот контент, который, когда-то на АТР мы, конечно, это все делали, да, но сейчас волей судьбы так получилось, что АТР, не может полноценно вот этот пласт полностью охватить. Вот, поэтому мы на себя взяли такую задачу. Хочется, чтобы, чем больше у нас будет таких вот направлений, каналов, тем лучше. Лучше будет конкуренция, мы будем предоставлять более качественный контент. Вот. Поэтому такой семейный канал, вот так назовем. Что вы можете посоветовать посмотреть в первую очередь тем нашим радиослушателям, которые еще ничего не видели с вашего канала? Вот, возможно, это будет что-то, что лучше всего подходит для тех, кто зашел в первый раз, а возможно, это будет что-то, что нравится лично вам больше всего. Ой, мне даже сложно на этот вопрос ответить, потому что мне нравится все. Иначе бы мы не выпускали что-то, потому что надо, а вот мы там нет. Даже потому что все надо, вопрос же в какой форме, чтобы он был интересным, привлекательным. Все зависит от человека. Если ему нравится историческое направление, то у нас сумасшедший пласт истории вот вообще крымско-татарского народа, там от начала вообще его сформирования его этногенеза и до сегодняшних дней. Вот. Если это кому-то нравится очень наша музыка, наши песни, детское там творчество, конечно, это тоже целое отдельное направление. Может быть, какие-то события, которые вот если нужно... А что в Крыму происходит каждый день? Вот мы снимаем еще и каждый день события, которые происходят. Тоже в культурном, социальном, даже в экономическом пласте. На это тоже можно обратить внимание. В принципе, очень многие СМИ абсолютно делимся. Пожалуйста, все могут брать. Поэтому, сложно что сказать. Все зависит от предпочтений. Вообще лучше вот зайти на первую страницу и поверьте, что человек оттуда уже не уйдет, потому что там столько уже гуляет сюжетов, которые вот буквально вышли, как свежие испеченные пирожки, что человек с одного выходит, потом на второй, на третий, и пошло-поехало. С этим я Кому-то полностью нравится согласен. юмор, да, есть скетчи, люди... Кому-то кухня, кстати. Кухня вообще пользуется сумасшедшей популярностью. У нас есть такие просмотры рецептов, которые набирают более 800-900 тысяч. Ого. Мы просто сами удивляемся. Да, наших блюд. Мы их выпустили около 100 различных видов. Я даже не представляю, где ребята смогли это все подчеркнуть, но вот так вот. Просто это тоже было определенное исследование. И кухня особенно популярна. Поэтому вот на любой вкус. Достаточно просто зайти в нашу структурную линейку и посмотреть, и любое направление выбрать и смотреть себе с удовольствием. Сагол Эльзара Ислямова, это с нами была директор Кара Денис Продакшн. Мы говорили про крымтарский канал Краймен Татарс, который запустил онлайн-вещание в YouTube. Я скажу вам, что вот то, что говорила в конце Эльзара насчет того, что можно надолго остаться на канале, это правда. Я вчера, пока готовился к эфиру, я заметил очень большой ассортимент абсолютно разных видео, и чтобы хотя бы понять, что же делает канал, приходится потратить большое количество времени, потому что есть и одно, и второе, и третье.
Но мы с вами послушаем отрывок из проекта для детей. Вот, например, нашему редактору детский проект «Дингильдай» напомнил известных телепузиков. Почему? Давайте послушаем отрывочек. Или пока что мы... Нет, послушаем. Merhaba. Selam Resim. Ne bakasın? Bana yana telefon aldılar. Oo, Dingilday gel bakınız. Geliriz. Maşallah. Nasıl güzel. Aferin. Ama bu telefonda tek Kırım Tatar dilinde laf etmek mümkün. Öyle mi? Ya. İsteseniz bu ilaveni sizge de yollarım. Evet. Yolla. Tezci. Yolladım. geldi. Sağ ol. И вот на такой веселой ноте мы подключаем к нашему разговору Османа Пашаева, исполнительного продюсера ЮА Крым. Ассаламу алейкум, Осман. Привет. Так, вот скажи мне, не чувствуешь ли ты, как исполнительный продюсер ЮА Крым, конкуренцию со стороны крымских коллег? В смысле? Еще раз. В количестве культурного, развлекательного контента, который они выпускают. Нам Эльзара уже Слямова рассказала. С Краймен Татарс, по-моему, в хорошем смысле даже и по партнеры, и ЮА Крым в ближайшее время покажут художественный фильм «Хадыр Диде». Вот другое дело, что мы пока еще, скажем, другие проекты, которые тоже хотели бы показывать, не имеем возможности это сделать, но мы хорошо сотрудничаем. Мы показывали прошлый сезон 2018 года «Джанла Сеса» у себя, детского талант-шоу, так что все хорошо. Это скорее партнерство между Крымом и здесь материковой Украиной. Я так понимаю, что, возможно, и на ЮА Крым мы сможем когда-то увидеть сериал «Шумная семейка», который будет показываться в феврале 2020 года на Краймен Татарс. У меня такой вопрос. Вот все же ЮА Крым — это достаточно большой проект, это украинский телеканал с большими возможностями. И вот как ты можешь оценивать деятельность проекта Краймен Татарс, который вещает по факту на YouTube, вот, с точки зрения профессиональности и качества контента, раз вы партнеры и берете, что ты можешь сказать о нем? Краймен Татарс крутой проект, и здесь есть и чем гордиться, и мы понимаем, почему это получается все-таки Краймен Татарс находится в Крыму, да, где свое поле, где есть с кем еще и работать. Вот эта проблема здесь на материке для создания чего-то крымского и крымско-татарского мало с кем, с чем есть работать. Например, тоже детское шоу делать здесь достаточно сложно. Даже если у тебя есть деньги для проекта, его сложно сделать, потому что в основном дети крымско-татарские, которые там владеют языком или занимаются чем-то, то есть этот отбор надо проводить в Крыму. Угу. Мы сейчас с тобой послушаем один звук про, ведь не только культурная историческая тематика, как нам рассказала Эльзара Ислямова, очень хорошо смотрят такую вещь, как кулинарные рецепты. Давай немножко послушаем с тобой про баранину. Селям алейкум, сайгалы достлар. Зовут меня Серам Муждаба. Я не повар, тем более не профессионал, но очень мне нравится, когда мясо контактирует с углями. Есть много разных способов, как это сделать. Бывает традиционный кебаб, бывает чобан кебаб, тандыр кебаб. Но в нашем случае вот такой вот красивые антрикотики бараньи. Баранинка очень молоденькая, жирненькая. Пока наши угли готовятся, мы сейчас посолим и поперчим. Надеюсь, наши радиослушатели, в отличие от моих коллег с другой стороны стекла, все же позавтракали, потому что обливаются слюной мои коллеги, звукорежиссеры и редакторы. Насколько я знаю, ты сейчас тоже участвуешь в кулинарном проекте, связанный с янтыками. Расскажи мне, как так получается, что кулинария — это один из самых удобных способов объяснения крымско-татарской культуры? Это связано с историей? На самом деле у нас такая сложная тема, мы посмотрим, что из этого получится. В нашем случае
кулинарное шоу «Кухня» и «Янтыки» — это фон, потому что в течение 12 эпизодов с 12 гостями мы учимся готовить каждый раз одно и то же. Это, знаешь, где день сурка для меня был постоянная готовка янтыка. А на самом деле получается ток-шоу с одним гостем, где мы говорим о госте и такое больше портретное интервью с ним на фоне янтыка. Просто это действительно удобно для меня было. Хотя я тебе честно признаюсь, оказалось, что делать одно и говорить совершенно о другом, это нереально тяжело. О, интересно, но если что, ты можешь зайти на Crimean Tatars и найти еще сотню разных рецептов того, что можно готовить с гостями. Вот, я думаю, в следующем сезоне это могут быть не янтыки. А вот скажи, на самом деле, как, в Киеве одно из очень популярных заведений — это Мусафир, который был вынужден перебраться в Киев из Крыма, и при этом стал здесь очень популярным, потому что очень многие киевляне просто приходят туда, потому что для них это не столько как культурный феномен, сколько и вправду очень вкусная, качественная еда. Вот в культуре крымских татар сама по себе готовка занимает большое место или нет? Ну, все-таки у крымских татар, живущих в Крыму, традиционный уклад жизни, и который предполагает такое ежедневное приготовление еды в домашних условиях. Я думаю, урбанизация, она, конечно, приведет постепенно к тому, что люди будут там ужинать или обедать за пределами своего дома, но пока это вот традиционное приготовление еды и различных рецептов крымско-татарской кухни у себя дома, поэтому вот так как есть, так оно и есть. Вот. Насколько я знаю, еще одна из самых традиционных вещей, которые вот есть, это кофе, потому что я вот не помню того случая, когда ты приходишь в крымсарскую семью, и спустя уже там 5-6 минут перед тобой не стоит чашка кофе, вот какие-то сладости, там параварда, и вот эта вот моментальность и необходимость проявить гостеприимство, это очень удивительно для тех, кто не знаком с крымско-татарской культурой. Не думал ли ты, например, тоже варить кофе? Умеешь ли ты варить настоящий крымско-татарский кофе, чем отличается от обычного? Вот я парировать, что как раз если ты когда придешь ко мне, то, скорее всего, кофе я тебе не предложу, потому что я сам не особо его люблю и как бы варю, но без фанатизма, поэтому у меня тебе могут не предложить кофе. Вот как. Придешь ко мне, у меня 3 вида кофе минимум будет, так что, если что, на кофе, тогда ко мне пойдем. Хорошо, скажи мне, вернемся к Crimean Tatars, ты его смотришь, вы сотрудничаете, что ты посоветуешь радиослушателям, которые еще не заходили на этот канал и, возможно, зайдут впервые? Что-то, возможно, с чего проще всего и интереснее начать смотреть, чтобы человека это вот подцепило? Возможно, что-то у тебя есть прям вот любимое, и ты можешь прям от сердца это прорекламировать? Я скажу, что у Crimean Tatars сильная сторона — это, конечно, контент для детей и контент, в том числе на крымско-татарском языке, поэтому то, на что дети залипают и могут учить язык, это есть у Crimean Tatars сегодня. Вот это прежде всего об этом контенте можно говорить. Скажи, вот как думаешь, почему было вот запущено онлайн-вещание в YouTube? Я вот сам это прекрасно понимаю, что гораздо удобнее включить просто эфир и слушать его постоянно, чтобы видео не переключались друг за другом, чтобы не появлялось что-то вот другое. Насколько такой шаг поможет крымсарскому каналу Crimean Tatars? Потребления информации. На самом деле, давай, честно, для нас с тобой все-таки удобнее, когда мы знаем, что мы хотим посмотреть в данный момент времени. Это то, что говорилось раньше, видео on demand и видео по запросу. Есть категория людей, для которых какое-то видео должно идти фоном. Это вот как телек, который работает фоном, да. Для них вот хорошо и удобно иметь вот такой вот эфирный канал YouTube, когда на весь экран и постоянно Crimean Tatars, и это такое потребление информации просто.
Мгм. То есть это просто удобство. Хорошо, спасибо большое, Сагол, тебе за беседу. Вот, с нами был Осман Пашаев, исполнительный продюсер ЮА Крым. С ним и с Эльзарой Ислямовой, директором Cardenis Production, мы говорили про то, что крымстарский канал Крыммен Татар запустил онлайн-вещание в YouTube. Этот портал о крымских татарах, который был создан еще в 2015 году на полуострове. Вот за 4 года он смог саккумулировать так много контента, что сейчас вещает 24/7 ежедневно. На канале в YouTube можно найти детские проекты, культурные передачи, исторические передачи. Уже снят первый детский фильм Хадыр-Дыде, который будет также показан на телеканале ЮА Крым. И вот в ближайших планах это то, что все мы можем ждать. Это сериал, самый настоящий комедийный ситком, где будет 10 серий, и называется он «Шумная семейка». И, дорогие радиослушатели, даже если вы не понимаете крымстарский язык, не бойтесь заходить на канал, вы все равно поймете, вам все равно будет интересно, к этому вас призывают авторы данного продукта. С вами Радио Крым Реалии, скоро мы вернемся к вам. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Доброе утро, радио Крым Реалии, все еще с вами в студии Стас Юрченко, ко мне присоединился Андрей Гивко, и мы готовы дальше рассказывать вам о чем-то интересном, чтобы сделать это утро более добрым. И интересно, в нашем сегодняшнем утре это пенсионеры. Но на самом деле пенсии волнуют большинство жителей Крыма и соседней России. Вот если говорить, собственно говоря, о самих пенсиях, то в соседней России неработающим пенсионерам в новом 2020 году проиндексируют пенсии на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. Как уточняют в ведомстве, за счет прибавки пенсий неработающих пенсионеров вырастет в среднем на 1000 рублей и составит около 16,5 тысяч рублей. Ранее Минтруда России сообщал, что с нового года свыше 30 миллионов российских пенсионеров будут получать повышенные пенсии. А вот российский парламент аннексированного Крыма повысил прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год до 8912 рублей, это 3335 гривен, что на 542 рубля больше по сравнению с 2019 годом. В России же прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год планируют установить на уровне 9311 рублей. В Севастополе введут региональную социальную доплату неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже установленного прожиточного минимума соседней России. Соответствующий законопроект поддержали большинство депутатов подконтрольного России Заксобрания Севастополя. Но я предлагаю перейти от финансового вопроса к социальному. Стас, скажи, помогаешь ли ты бабушкам? Вот если ты видишь бабушку в метро, поможешь ли ты ей донести тяжелую сумку? Ну да. Вот, давай поговорим о том, что в Чехии происходит с людьми, которые вообще помогают пенсионерам. Ага, вот журналисты проекта в Европе рассказали об экспериментальном проекте для студентов, которые не имеют средств арендовать отдельное жилье. Им предлагается по 30 часов в месяц ухаживать за пожилыми людьми в домах престарелых. То есть 3 часа в месяц — это 1 час в день, не более, на самом деле, не так много. Вместо этого большая скидка на аренду квартир. Инициативу запустили в одном из районов Праги, и желающих оказалось немало, рассказал Радио Свобода Андрей Руд, заместитель глави району Прага-3. Кожен із студентів мав написати план дій, які він збирається робити у рамках своєї добровольчої діяльності. Це можуть бути і спільні заняття, або індивідуальні. Студент може навчити їх користуватися комп'ютером або телефоном. Він може супроводжувати їх на прогулянках або у магазин. Жодних обмежень немає. Ми обрали пана Ву, оскільки нам сподобались його ідеї. Ну и, собственно, господин Ву, о котором говорили, его зовут Ман Чон Ву, он победитель конкурса, студент кафедры социологии и социальной политики. Он смог предложить интересное развлечение для жителей социального дома. Теперь он играет на гитаре для пенсионеров. Давайте, собственно говоря, это послушаем. Так, добрий день. Добрий день! Як ваші справи? Як почуваєтеся? У нас все добре, ми на вас чекали. Я сьогодні узяв із собою гітару. Нам дуже сподобалося. Я дуже радий.
Стас, вот ты играешь на музыкальных инструментах? Нет, я пытаюсь играть на губной гармошке, но это не любят все, кто только может это услышать. Но есть еще треугольник. У меня такого, к сожалению, нет, вот, но это было бы интересно. Но вообще, на самом деле, формат играть на гитаре, это, правда, необычно и на самом деле полезно, потому что ведь всем кажется, что помощь пенсионерам — это только вот что-то физическое. Принести, куда-то сбегать, что-то купить. На самом деле нет. Людям, на самом деле, банально скучно. С ними нужно общаться, им иногда нужно что-то рассказывать, не знаю, там банально пересказывать новости, которые происходят в мире, потому что людям не всегда легко читать уже с слабым зрением или же слушать. Ну, то есть очень важно помогать и в культурно-социальном плане, вот, что почему-то вот у нас, ну, не распространено. То есть у нас, скажи бы кому-то, что играть на гитаре для пенсионеров — это им помощь, ну, мало бы кто поверил, мне кажется. Но, с другой стороны, если бы студентам действительно предлагали скидки на аренду жилья, то многие студенты с удовольствием бы вот играли на гитаре для пенсионеров. Я, например, играю на гитаре, хотя у меня не было необходимости арендовать жилье, но, тем не менее, вот мои коллеги, у которых такая необходимость была и которые умеют играть, они бы были с удовольствием. Давай дальше поговорим о том, что собственно, с господином Ман Чун Ву. Он теперь живет в однокомнатной квартире в центре города, где есть все необходимое. За все это парень платит 120 чешских крон, это 124 гривны где-то за квадратный метр. В его случае помещение в социальном доме обходится ему примерно в 3000 крон, это 3100 гривен. При том, что средняя стоимость аренды в однокомнатной квартире в этом районе Праги достигает 15 тысяч крон в месяц, что где-то 15,5 тысяч гривен. Говорит, что эта программа помогла ему значительно улучшить свои студенческие условия. Молодим студентам, як я, знайти окреме житло у Празі доволі складно. У гуртожитках теж не завжди є місця, тому цей проект дуже мені допоміг. Ну и пока в экспериментальном проекте участвует только один студент, однако районная власть при удачных результатах планирует подобрать еще несколько студентов. Вообще, в принципе, это интересная инициатива. Возможно, в Крыму кто-нибудь проникнется ей, потому что в Крыму тоже, в принципе, есть студенческие города, такие как Симферополь, например. И большое количество пенсионеров, опять-таки, тоже есть в Крыму, которым не помешала бы помощь. Мне только опасно, что в нашем все же постсоветском пространстве есть шанс того, что это скатится в какую-нибудь профанацию, когда люди будут скорее делать вид, что они помогают, чем реально помогают, но все же это лишь мои опасения. На самом деле проект важный и интересный, и хотелось бы видеть его реализацию. Будем следить за тем, как он происходит в Праге. Ну и актуальность того, что все-таки на постсоветском пространстве, в том числе в аннексированном Крыму и в Украине, пока что дома для пенсионеров не приобрели тот уровень, который они имеют в Европе, но мы обязательно будем следить за такими интересными темами и будем вас, дорогие крымчане, обязательно в них посвящать. С вами Радио Крым Реалии, Андрей Гевко, Стас Юрченко. Это «Доброе утро, Крым». Ждите дневной и вечерний эфир. Мы остаемся всегда с вами.